Час дня, время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман», 5 декабря, 1377 день аннексии Крыма. В студии Искандер Меметов. Стук в дверь, несколько десятков спецназовцев и крики поклонников. Так началось сегодняшнее утро у Михаила Саакашвили. К нему в 7 утра пришла СБУ с обысками. Люди в масках документы не показывали и не пропустили в помещение адвокатов и нардепов. Але просто від вас прохання, давайте зберігати спокій і ставитися з повагою до тих співробітників, які зараз є при виконанні. Чекаємо представника вашого посвідчення і з ухвалою суду. Покажіть посвідчення, вам депутат народний показав, а ви не можете показати. Хто ви такі? Они помогают следователям Генпрокуратуры в рамках расследуемого производства. Действительно проводят следственные действия. Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства. По разным данным, дому Саакашвили следователи искали доказательства иностранного финансирования возглавляемой НИМ политсилы движения «Новых сил». У следствия будто бы есть подтверждение этого факта. Отримані докази і оті обшуки, про які сьогодні вранці всі з нами, разом з вами читали, відбуваються у зв'язку з тим, що є обґрунтовані підозри про те, що команда Саакашвілі фінансувалася представниками команди Януковича, зокрема Курченка. Сам Саакашвили в квартире не задержался, забрался на крышу дома и угрожал оттуда броситься вниз. В конце концов все обошлось. Саакашвили спустился к следователям, те вручили ему подозрения. Затем экс-президента Грузии задержали. Около дома, где проходили обыски, собралась большая толпа сторонников лидера движения «Новых сил». Они заблокировали машину, в которой должны были вывести Саакашвили на допрос в СБУ. Активисты разбили стекло автомобиля. Парламент бурно отреагировал на обыски и задержание Михаила Саакашвили. Депутаты с нетерпением ожидают в здании Верховной Рады главу Генеральной прокуратуры Украины Юрия Луценко, который в 16 часов объяснит происходящее. Ведь именно ГПУ открыло уголовное производство по факту незаконного финансирования акций движения «Новых сил». Депутаты из президентского блока обещают сенсационную информацию о связи Саакашвили с иностранными разведками и людьми из окружения президента беглого Януковича. На сьогодні розкриті Службою безпеки Генеральної прокуратури джерела фінансування так званого міхомайдана. Я думаю, що ті люди, які фінансують цей майдан, будуть серйозним сюрпризом як для преси, так і для всієї України. Сьогоднішній ранковий випадок з екс-президентом Грузії Саакашвілі – це не просто тиранія, це гидота. І сьогодні ті, хто зараз посміхається мені в обличчя, ви будете наступні. Тем временем действия ГПУ Юрий Луценко уже успел пояснить журналистам. После утренних событий он созвал экстренный брифинг. На нем заявил, политическую деятельность экс-президента Грузии Михаила Саакашвили финансировал беглый предприниматель и соратник Януковича Сергей Курченко. У следователей есть данные о передаче Курченко людям Саакашвили $500 тысяч. Купюры были меченными. Средства якобы получены в обмен на возвращение активов, которые Курченко потерял после бегства в Москву. Нами зафіксовано отримання з російського боку Саакашвілі близько $500 000 Сполучених Штатів Америки. З нами співпрацювало декілька українців, котрі знаходилися на території Москви. Саме їхня діяльність дозволила нам сьогодні оприлюднити для вас і аудіо, і відео докази фінансування діяльності Саакашвілі з боку Сергія Курченка та інших членів злочинної організації, безпосередньо пов'язаними з Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Госдеп Соединенных Штатов Америки вступился за НАБУ. Конфликт между антикоррупционным бюро Украины и Генеральной прокуратурой там считают доказательством того, что Украина неохотно борется с коррупцией. Более того, пытается уничтожить даже зачатки этого процесса. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт. Нападки на независимое расследование НАБУ за возможную коррупцию в Государственной миграционной службе, арест агентов, а также изъятие важных для следствия документов подрывают доверие украинского народа и международную поддержку, заявила пресс-секретарь.
Госдеп обеспокоен такими действиями и сомневается в искренности стремлений Киева преодолеть коррупцию в стране. Ранее посол Украины в США Валерий Чалый надеялся, что Генеральная прокуратура и антикоррупционное бюро помирятся в Вашингтоне. Руководители этих ведомств должны были прибыть в США на форум по возврату активов 4 странам, в том числе и Украине. Генеральный прокурор Юрий Луценко мероприятие проигнорировал. Эти действия выглядят как часть усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которые поддержаны США и другими странами. Светлодарская дуга под обстрелом вблизи села Луганское. Российские наемники сначала били из тяжелого калибра, затем силами диверсионных сил навязали бой. Схватка длилась около 5 часов, враг понес потери, но не обошлось без них и на украинских позициях. Официально из сводок штаба АТО 3 бойцов получили ранения. Однако в социальных сетях бойцы пишут о погибшем 51-летнем Викторе Штанге с позывным «Казах». Он был самым пожилым воином добровольческого украинского корпуса. На другом направлении у вербовки враг применил гаубицы 152-го калибра. Киборги вышли в люди. Фильм на реальных событиях баталий в Донецком аэропорту выйдет в прокат 7 декабря. А вчера его оценила пресса. Большую часть фильма снимали на аэродроме в Черниговской области. Профессиональных актеров консультировали настоящие герои. Декорации построили настолько реалистичными, что воины будто бы снова оказались в Донецке. Режиссер фильма Ахтем Ситаблаев через судьбу одного из героев с позывным «Мажор» показывает ощущения почти каждого украинца. Фильм и художественный, и максимально документальный, а еще и благотворительный. 5 гривен с каждого билета пойдут на помощь семьям погибших бойцов. Якщо ви мали на увазі цензуру, її не було. Ніяких ідеологічних або змістовних змін сценарій не набував та не набув. Хтось доречно сказав, що іноді ці питання, які ставлять один одному герої нашої картини, вони всі є у Фейсбуці, в приватних розмовах між собою, тому ми їх озвучили. Апелляцию на арест Асана Чепуха и Кязима Аметова заслушают в Верховном оккупационном суде Крыма. Слушания должны начаться с минуты на минуту. Адвокаты будут опротестовывать арест. Киевский райсуд оккупационного Симферополя посадил мужчин до 15 января в СИЗО. Кязима Аметова, Асана Чепуха, Руслана Трубача и Бекира Дигерменджи задержали 23 ноября в центре Симферополя. Мужчин подозревают в якобы вымогательстве крупной суммы денег у гражданина Турции. Именно после той так называемой спецоперации в карете скорой умерла ветеран крымско-татарского национального движения Виджия Кашка. Адвокаты называют дело сфабрикованным, потому что деньги, о которых говорит следствие, гражданин Турции взял в долг у внучки Виджия Кашка и не хотел возвращать. В тот день в кафе, где проходило задержание, он будто бы намеревался вернуть деньги. Киевский райсуд оккупационного Симферополя, выберет меру пресечения Эрнесту Аметову, Серверу Зикирьяеву и Марлену Сулейману Асанову. Слушания начнутся через полчаса. Следователи будут ходатайствовать о продлении ареста. Подозреваемым члены Крымской солидарности призывают прийти неравнодушных поддержать арестантов. 6 крымских татар задержали 11 октября в Бахчисарае. Всех обвиняют в терроризме по так называемому делу Хизбут-Тахрир. Тимура Ибрагимова, Марлена Сулеймана Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зикирьяева и Эрнеста Аметова 12 октября арестовали на время проведения следствия. Фотовыставка детей крымских политзаключенных открылась в Херсоне. Российский журналист Антон Наумлюк, который специализируется на тематике нарушения прав человека, за 2 года работы в Крыму сделал сотни фото семей крымско-татарских активистов и их несовершеннолетних детей. Из-за преследования родителей со стороны российской власти сейчас они остались без отцов. Автор фотографий говорит, у этих детей взрослые глаза, потому что они в свои годы уже знают, что такое носить передачки в СИЗО. Поэтому выставку назвал «Взрослое крымское детство». И надеется, что она поможет обществу не забыть, что преследование взрослых людей ломает судьбы маленьких детей. Антон Наумлюк имеет сотни подобных фото, но разместить на стенах областной библиотеки имени Олеси Гончара смог лишь небольшую их часть. Выставка продлится с 3 по 10 декабря.
Не замечать факта того, что 100 уже детей находятся без отцов по вине, в том числе российских властей и силовиков, и судебной системы, ну, этого невозможно. И любой журналист, который приезжает работать в Крым по теме нарушения прав человека, по действиям российских властей и силовиков, он так или иначе столкнется с этими семьями и с этими детьми. Это, кроме ознакомления, имеет еще второй очень большой моральный стимул для тех людей, которые находятся там, что их не забыли, что о них помнят. А тех, кто здесь, их ознакомливают с теми людьми, которые там отстаивают украинскую позицию. И я считаю, что та работа, которая проводится этим автором, имеет огромное значение. Не изображать Крым как спорную территорию. С таким призывом выступило посольство Украины в Чехии. Накануне чешская железная дорога выпустила дневники с картами, где Крым обозначен как спорная территория. В украинском дипломатическом представительстве пояснили, Крым должен быть обозначен исключительно как территория Украины. Свой призыв посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис уже в ближайшее время планирует лично обсудить с авторами карты, чтобы в дальнейшем предотвратить такие ситуации. Карту создавали в частном издательстве, однако согласовали с профсоюзной организацией чешских железнодорожников. Там еще есть немало ошибок. В частности, создатели обозначили террористическую группировку ИГИЛ как отдельное государство, а также приписали России территорию непризнанной Южной Осетии. Жоден примірник цього щоденника не залишить, так би мовити, приміщення канцелярії чеської залізниці. Більш серйозна розмова, думаю, у нас буде з керівництвом компанії «Картографія Праги», яка, власне, і підготувала саму цю карту. Тут можуть бути або несвідомі дії тих, хто готує карту, або можливий вплив Російської Федерації, яка також, на жаль, не спить і намагається, скажімо, цю лінію проводити. Наше завдання – відстежувати цю ситуацію і вживати необхідних дій. Крыму нужен реальный международно признанный референдум, чтобы жители полуострова могли определиться, чего они хотят – быть в Украине, в российской оккупации или независимым государством. Об этом в эфире российской программы «60 минут» заявила Ксения Собчак, претендентка в кандидаты на пост президента России. А вопросу ведущих, что она будет делать с Крымом, если станет президентом, Собчак откровенно возмутилась. Это живые люди, их нельзя куда-то деть, понимаете? И они проголосовали за то, чтобы стать частью России. Это было фальшивое голосование, потому что реальное голосование не может быть с одним вопросом. В Крыму должен быть проведен реальный международный референдум с наблюдателями. Там должен быть вопрос, хотите ли вы стать частью России, хотите ли вы стать частью Украины, или, и вот тут, я думаю, нас ждут с вами большие сюрпризы, или вы хотите уже стать независимы. Крымские татары, которых сейчас там притесняют, знаю татарина, штурмана подводной лодки. Тоже. Аресты на Мальте. 10 людей арестованы полицией в связи с делом об убийстве антикоррупционного блогера и журналиста Дафны Каруаны Галиции. Правоохранители провели рейды по всему острову в нескольких городах. Полиция для задержания подозреваемых перекрывала движение на автотрассах, блокировала выезды со стороны моря. В операции участвовал патрульный полицейский катер. Имен задержанных власти Мальты пока не называют. Теперь у полиции есть 48 часов, чтобы выдвинуть против них обвинения. Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября из-за взрыва бомбы, которую заложили в арендованное ею авто. Сотни Санта-Клаусов встали на лыжи в американском штате Мэн. Рождественские волшебники приняли участие в праздничных гонках. Все ради благотворительности. Все участники гонки пожертвовали деньги для местного фонда в поддержку местных рек. Собранием Сант еще и открылся высокий сезон на горнолыжных курортах штата Мэн. Всем, кто приходит к горным подъемникам в костюме Санты, владельцы курорта предоставляют бесплатный пропуск на целый день. Это все новости к этому часу. Не пропустите следующий выпуск «Заман» на крымско-татарском языке с Мавиле Мухтаровой в 14:00. Будьте с нами.